Я всегда хотел работать в Министерстве иностранных дел. Это было моей мечтой, которая сбылась. Чем дальше я поднимался по ступенькам служебной лестницы, тем больше возникало внутренних противоречий. У меня были свои принципы и взгляды, которые все чаще входили в противоречие с тем, что нам поручали делать. Уверен, среди нас таких много. Как и вы, я хотел быть полезным государству и помогать людям. В ситуациях, когда я был не согласен с начальством и отстаивал свое мнение, была надежда, что я сделаю то, чего не сделают другие. Но это был не только обман других, но и самообман. За свою карьеру мне приходилось делать резкие движения и принципиальные шаги. Попытки подать в отставку, когда цензура администрации президента хотела запретить спектакль Купаловского театра, когда надо было исключить неугодных артистов с публичных мероприятий, когда меня просто прессовали за публичное использование белорусской мовы, когда писали доносы в КГБ. Было ли мне страшно? Однозначного ответа я не дам на этот вопрос. Была злость, обида за несправедливость, была внутренняя борьба. Выступить открыто против того, с чем я не согласен, или смолчать. Каждый раз, предлагая то, что точно не понравится, я понимал риски. Понимал, что шансов мало, но даже беседуя с Лукашенко, преодолевал внутренний страх и говорил ему прямо в лицо, что наследие Быкова – это память белорусского народа, что черные списки артистов – это черный след на белорусской культуре. Знаю, вам это знакомо, когда может колотить от переживаний, когда опасаешься последствий, но не можешь не сделать то, что должен. Тем более мы с вами, как никто другой, знаем, система неадекватна, от нее можно ожидать чего угодно. Но сколько так может продолжаться? Ответьте себе, вы готовы еще 5, 10, 15 лет жить в страхе? В страхе вдруг стать неугодным, лишним? Или бояться, что ваши дети вдруг станут лишними людьми просто потому, что хотят жить в стране, где уважают их права? Вы готовы и дальше работать на Лукашенко, который готов выбросить вас и сделать изгоем в любой момент? Вы не устали оправдываться за преступное решение власти, которую вы, как государственные служащие, представляете? Вспомните, когда вы в последний раз по-настоящему гордились тем, что работаете на государство. Уверен, вы тоже понимаете, Лукашенко осталось недолго. Вы уже думали, что будет после его ухода? Что вы скажете, когда близкие и друзья спросят вас, а почему вы, когда людей убивали на улицах, а в камерах пытали женщин, были с этой властью? С властью, которая давно утратила связь с народом, даже с вами, чиновниками, и с реальностью. Какие эмоции вызывает у вас действие власти, которая садит людей за решетку за цвет штанов? С теми ее представителями, которые заставляют людей спать по 15 суток на металлических балках без средств гигиены и нормальной еды. И нет, это не про 9-11 августа. Это происходит прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. Мы вместе с моими коллегами, которые тоже подверглись репрессиям, запускаем сбор подписей под открытым письмом к Александру Лукашенко от всех государственных служащих. В этом письме мы требуем остановить насилие, призвать виновных к ответственности, освободить политических заключенных и провести новые и честные выборы. А сам Лукашенко должен уйти. Вы верите, что насилие и фальсификация это фейк, как говорит пропаганда? Уверен, что нет. Это та реальность, в которой мы с вами живем. Это подтвердят вам тысячи избитых белорусов, отчеты наблюдателей, доклад Московского механизма ОБСЕ, отчеты правозащитников и тысячи других свидетельств. Все те, кто решит молчаливо поддерживать режим, будут рассматриваться как сторонники насилия, репрессий и пыток. И они должны понимать последствия этого решения. Лукашенко довел страну до ситуации, когда просто спрятаться и переждать бурю уже не выйдет. Сейчас у вас есть возможность коллективно и безопасно выразить свой протест против действий режима. Выбирайте. Только помните, что Лукашенко все равно уйдет, а вот белорусский народ будет всегда. И он рассчитывает на вас. Подпишите открытое письмо чиновников до 25 марта. Для этого достаточно перейти по ссылке под видео.
Так вы не просто выскажете свою позицию, сделаете шаг к победе народа, но и покажете, вы готовы строить новую Беларусь. Я знаю, что это серьезный шаг. Я до этой минуты помню все эмоции, которые переживал 14 августа. Жалею? Ни секунды. Посоветуйтесь с семьей, детьми, коллегами, которым вы доверяете. Решите вместе, хотите ли вы дальше жить в страхе, хотите ли вы и дальше постоянно идти на сделку с совестью из-за неадекватных решений государства. Выбирайте, кому вы хотите быть верными. Предлагайте подписать это письмо тем, кто с вами рядом, на одной стороне, на стороне правды и закона, на стороне большинства белорусов.